Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа ознакомился с культурными объектами Туркестана. Президент Туркменистана провел рабочее совещание с хакимами вилаятов. Хоккеисты сборной Туркменистана одержали победу на чемпионате мира в Турции и другие новости. На рабочем совещании по цифровой системе президент Сердар Бердымухамедов обсудил текущие сельскохозяйственные работы и меры по предотвращению пожаров. Вице-премьер Атахалыев доложил о продолжающемся уходе за посевами пшеницы согласно агротехническим нормам и организованном проведении посевной хлопчатника. В рамках дружественного визита в Казахстан национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Национальный историко-культурный заповедник музей Хазрет Султан в Туркестане. В сопровождении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева он осмотрел мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, где муфтии двух стран прочитали аяты из священного Корана и молитвы. Делегация также посетила национально-культурный комплекс «Этно-аул», где ознакомилась с казахской юртой, предметами быта и традиционными ремесленными изделиями. Визит продолжился в туристском информационном центре «Туркестан Визит Центр» с просмотром видеоролика о Туркестане и осмотром исторических экспонатов и завершился посещением туристического комплекса «Караван-сарай Туркестан». Президент Сердар Бердымухамедов направил соболезнования Камерленга Святой Римской Церкви кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной папы Римского Франциска. В послании глава государства отметил, что большие усилия папы Франциска по установлению доброжелательных отношений между религиями и укреплению мира, спокойствия и единства во всем мире навечно останутся в памяти всех народов. В городе Афьон-Карахисар состоялся туркмено-турецкий деловой форум «Туркменистан и Турция. Современные направления экономического сотрудничества», организованный посольством Туркменистана. Мероприятие собрало более 100 руководителей турецких компаний. Посол Туркменистана Мекан Ишангулыев подчеркнул, что страна проявляет ответственный подход к развитию международного торгового партнерства. Участники обсудили перспективные сферы для турецких инвестиций, включая нефтегазохимическую отрасль, агропромышленный комплекс, транспортно-логистический сектор и телекоммуникации. Преподаватели японского языка из Туркменистана, супруги Сенмурат и Майса Дадаева, успешно завершили обучение в магистратуре по программе «Международное и высшее японоязычное образование» в университете Цукубе. Семейная пара, работающая в инженерно-технологическом университете имени Огусхана в Ашхабаде, стала первыми представителями Туркменистана, окончившими магистратуру по данному направлению в Японии. В настоящее время Дадаева продолжает обучение в докторантуре, планируя исследовать современные методики преподавания японского языка и продолжить профессиональную карьеру на родине. Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли разработала технологию, позволяющую человеческому глазу воспринимать совершенно новый цвет – необычайно насыщенный сине-зеленый оттенок, названный ОЛА. Ученые применили лазерную систему ОС для избирательной стимуляции исключительно М-колбочек, что позволило испытуемым увидеть цвет беспрецедентной насыщенности. Участники экспериментов единодушно оценили насыщенность ОЛА максимальным баллом – 4 из 4, тогда как почти монохроматические цвета аналогичных оттенков получили оценку лишь 2,9. Это открытие вызвало оживленные дискуссии в научном сообществе относительно того, можно ли действительно классифицировать его как новый цвет. В столице Объединенных Арабских Эмиратов открылся первый специализированный пляж для слабовидящих посетителей. Инициатива реализована в рамках государственной программы по обеспечению доступности общественных пространств. Новый пляж расположен на набережной Корниш в районе Гейт-3 и занимает территорию площадью 1000 квадратных метров. Посещение пляжа бесплатное как для людей с нарушениями зрения, так и для одного сопровождающего. Инфраструктура включает тактильные дорожки, указатели со шрифтом Брайля, огражденную дорожку с направляющим канатом и звуковыми маяками для доступа к зоне купания, специальные плавающие кресла, адаптированные санитарные комнаты и выделенные парковочные места. Пляж работает ежедневно с 6 утра до полуночи. При этом купание разрешено только до захода солнца. На территории постоянно дежурит медицинский работник. Сборная Туркменистана по хоккею одержала победу над командой Боснии и Герцеговины со счетом 3-1 в стартовом матче чемпионата мира в 3-м дивизионе группы А, проходящем в Стамбуле. В
В составе туркменской команды заброшенными шайбами отметились Муса Аннасапаров, Кервен Байлыев и Давлет Хыдыров. Следующий матч подопечные Ильяса Велиева проведут против сборной Турции 22 апреля в 22:00 по ашхабадскому времени, а затем сыграют с Люксембургом, Киргизстаном и ЮАР. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.